согласно документу, апартаменту придается статус коммерческого помещения. Вот я хотела узнать, Саид, с юридической точки зрения, какие риски несет документ, если иностранные граждане и так имеют возможность приобретать недвижимость в Абхазии, кроме жилья и земли. Вот я хотела, чтобы вы этот момент прокомментировали. Ну, совершенно правильно было сказано, что речь идет о том, что коммерческая недвижимость, так называемая коммерческая недвижимость, потому что такого понятия нет в нашем гражданском законодательстве, есть понятие нежилые помещения, да, и, соответственно, их целевое назначение не предполагает проживание. То есть мы вводим такую специфическую категорию нежилых помещений, которая одновременно предполагает их проживание, да, временное пребывание, скажем, так это обозначено в законе. Ну, это, как, опять же, совершенно точно было сказано, с моей точки зрения, это попытка обойти вот эти острые углы нашего гражданского законодательства. Совершенно понятно, что вот этот запрет на приобретение жилого недвижимого имущества, он обоснован с разных точек зрения, и он был как раз направлен против того, чтобы Абхазия, там, не знаю, неконтролируемо не разбазаривалась там территория, земля и все прочее. То есть это выверенная, очень четкая политическая позиция нашего руководства на протяжении 30 лет. Сейчас как-то мне кажется, что происходит пересмотр этой позиции. Мне сложно действительно с этим согласиться.